Do you live еще, моя старушка? Live и I. Hello тебе, hello. Let it flow over your избушка. Evening свет in our big село. I am told, что ты, тая тревогу, miss me шибко under lonely moon, что ты often ходишь на дорогу in old-fashioned second-hand шушун. Сергей Есенин для современников. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Запад – это, несомненно, искусство, а вот все русское или российское бесспорно удел плебеев. Так думает среднестатистический житель нашей страны, сшитый из отечественных и иностранных лоскутков, рядящийся в одежды так называемого креативного класса, стремящийся выглядеть не то чтобы модно, а именно фэшонебельно, будто он только что вышел из отеля Ritz, о чем и в песенке этой поется. Отсюда все эти скверы, стриты, плазы и прочие метастазы. Мой адрес теперь не дома, не улица, мой адрес хаус и стрит. Бац! И мы уже почти за бугром. В угоду Западу, равняясь на него, мы зачастую используем эти слова, заменяем исконно русский. В этом нет необходимости, вы абсолютно правы. Я считаю, это просто мода на слова. То есть она пройдет, по-вашему? Конечно, безусловно, улица у нас останется улицей. Конечно, это мода, но мода-то ведь поганая. Над этим смеялись еще в древности. И Фанвизин над этим издевался, и Пушкин говорил: «Ду камильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести. Зима, пейзанин экзистуя, ренувелирует шоссе». То есть избыточное заимствование западных слов, оно не дает ничего. На улице Баумана в Казани в 20 метрах друг от друга расположены две туристические карты для иностранных туристов. Их роднит лишь одно – стремление не просто написать все латинскими буквами, но еще и окунуть интуриста в знакомую языковую среду при помощи стритов, опять же, и авеню. Даже при передаче аббревиатуры слова «стрит» в Казани нет никакого единообразия, чего уж говорить об остальном. Улица Горького даже на этих двух картах имеет два различных лица. То же самое и с улицей Карла Маркса. Улица Московская, Московская стрит, разумеется, в воображении одного картографа просто передается латинскими буквами, в воображении другого превращается в нечто более просвещенное. Да это ж Moscow Street. Если мы начнем переводить название улиц, даже слово «street», почему бы тогда не начать переводить название самих улиц? Но Горький должен превратиться в биттер на английском языке. Или в какие-то горки и так далее и тому подобное. Здесь идет уже просто не просто недопонимание, здесь начинает вводить в заблуждение название улиц. И поэтому целесообразно оставлять название улиц и в том виде, в каком они есть на русском языке. С уличными аншлагами то же самое. Можно даже не говорить о падежных окончаниях всех этих имен, о том, что никто в Казани, кажется, не способен на то, чтобы даже слово «центр» написать по-английски правильно. И так есть о чем поговорить. Вот Оренбургский тракт. Браво! Это транслитерация, то есть побуквенная передача названия. Однако через пару километров трудится уже другой, не шибко влюбленный в родину переводчик, и тракт превращается в path, то есть в некую тропинку, путь. Слово «оренбургский» теряет русское окончание, чего почему-то не происходит с соседом, опять же трактом, то есть паthом, мамадышским. Ну а проспект Победы – это, конечно, жутко сложно для иностранца. Победы авеню, улучшайзинг во всей красе. А ведь многим нравится, нас хлебом не корми, дай что-нибудь позаимствовать. Иностранцам слова «штрассе», «авеню» ближе к пониманию, нежели чем переулки, закоулки, околотки и так далее. Это понятно? Вы знаете, очень хороший вопрос, Михаил, но я думаю, что в данном случае было бы интересно узнать мнение именно иностранцев. Что мы и сделали. Улица Баума. Хорошо звучит, да? Это лучше? Да, это лучше. Вы видели это слово на латинице? Так и написано было? TSA.
Здесь, в Казани или где? Самара. Самара. А какое слово вам, как иностранцу, интереснее? Стрит или улица, проспект? Улица. Улица. Это лучше. Yeah. Улица. Street is... Проспект? Проспект? Да, я знаю, видел в Санкт-Петербурге. Petersburg. Nevsky Prospect. Невский проспект. Yeah. А, так вы уже были в Петербурге? Да. Yeah. Интуристы вспоминают Самару и Санкт-Петербург. И вот почему. Заглянем в принципы и правила транслитерации и перевода на английский язык названий объектов городской среды Санкт-Петербурга. Читаем. Обязательным способом передачи названий городских проездов, улиц, площадей, набережных и т.п. является транслитерация, как основной, так и статусной части названия. Примеры. Невский проспект. Невский проспект. Набережной реки Фонтанки. Набережная реки Фонтанки. Улица на англоязычной карте Петербурга, равно как и на всех указателях в городе, это именно улица. Кстати, вот и карта Казани, составленная не нашими умельцами, а западными. Никаких стритов и авеню тут нет и быть не может. Тут улицы, просто и со вкусом. ul.ul – улица. Разумеется, такие названия достопримечательностей, как Казанский Кремль или мечеть Кул-Шариф, вполне можно и перевести. Вот это как раз для удобства. Ведь любому иностранцу куда важнее знать именно русское слово «набережная», например. You know, how can I get to the embankment? Вы не подскажете, как пройти на набережную? Банкомат, embankment. Oh. Конечно, мы понимали, что английское слово embankment, набережная, знают далеко не все, поэтому приготовили вот это. А заодно мы узнаем, что же действительно лучше. Мы помочь не можем, мы тоже туристы. Набережная. Набережная. Oh, thank you. Embankment. Это сложное для русского уха слово, как мы выяснили. Ладно, а вот это можете прочитать? Набережная реки Казанки. One moment, please. Набережная реки... Казанка. Набережная. Казанки. Как объяснить? Вот так, go прямо? Победы авеню. А теперь Победы пытаемся авеню. найти проспект Победы. Парк вам, что ли? Парк? No. Победы авеню. К сожалению, не знаю. Результат тот же, пока не покажешь слово «проспект». Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. Мы все путешествуем, мы все знаем, как называются улицы в том или ином городе в мире. И мы обходимся без русского перевода, когда мы едем за границу. Московское метро, все станции метро просто транслитерированы, то есть написаны... Улица Вернадского. Точно так и есть. Все улицы просто написаны английскими словами, русские слова написаны английскими словами, то что это транслитерация. Tokaj Square Station. Exit here for the Bauman Street pedestrian zone. Единственное переведенное на иностранный язык понятие в казанском метро – это площадь Тукая. Будем считать, что это название объекта, а никакой не топоним. Пусть. Остальное – транслитерация. Слава богу, что не стали ломать голову над Козьей Слободой, что, кстати, было весьма вероятно, поскольку на нашей Бауман-стрит старотатарскую слободу совсем не пощадили. Old Tatar Settlement. Подземные горки, слава богу, не превратились в небесные Mountains или Heights. Однако и здесь, уже из-под земли, вырастают горячо любимые нами авеню и стриты. Спросите себя, видели ли вы что-нибудь подобное в мире еще? Да ни в одном европейском городе, если он не расположен на острове, подобного нет. Слова «рю» или «штрассе» знает каждый ребенок. И никому в Европе не придет даже в голову, что все это нуждается в переводе или каком-либо выдавливании из себя родного отечественного духа. Ведь все эти наши интерпретации, переводы, упрощения упрощают и нас самих, ставят нас в положение вечно кого-то догоняющих. А догоняющий, как известно, не догонит никогда. Это создает облик города в том числе и создает впечатление о людях города, о культуре города, об уровне образования людей, живущих в городе в том числе. Не засоряйте язык,
Не портите его. Наш родной татаро-русский суржик нам гораздо милее. Дым Отечества нам сладок и приятен. А чем это все кончится-то? Это пройдет. Это шушера, это всплывшая пена. Она растворится. Поток ее сдует. Но надо бороться. Разумеется, далеко не все нуждается в переводе. Ведь никто из нас с вами не удивляется, что живем мы в Казани, а не в кастрюле и не в котелке. Конечно, если бы наш сюжет был бы, скажем, статьей в каком-нибудь интернет-издании, мы мгновенно получили бы в свой адрес пулеметную очередь из отзывов и комментариев, в основном, конечно, негативного характера. Люди вряд ли согласились бы с нами. Люди вообще привыкли руководствоваться тем, что они чувствуют, ощущают даже в серьезных вопросах и делать из этого далеко идущие выводы. Мы, собственно, это и наблюдаем сегодня в нашем прекрасном городе, когда люди исходят из своих собственных ощущений в вопросе, который не кажется им серьезным или научным. Но это именно научный и серьезный вопрос. Ведь язык, он как воздух, он лишь кажется нам с вами неистощимым. На самом деле он нуждается в постоянной нашей заботе. Иначе в один печальный день мы его просто не узнаем. Если мы проявим эту заботу, тогда, видимо, и на нашей стрит будет celebration. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. 7 дней.